Из Петербурга с мандаринами Сибай посетили гости северной столицы. На обогатительной фабрике завершается смена устаревшего оборудования. В эфире выпуск новостей, и я, его ведущий Эмилий Жбердин. Здравствуйте. На обогатительной фабрике в Сибае завершается постепенная смена устаревшего оборудования, запланированная на текущий год в рамках масштабного плана замены и модернизации технической базы предприятия. Сегодня активно ведется монтаж нового оборудования второй стадии рудоподготовки, основу которой составляет современная конусная дробилка «Сандвик» шведского производства. Чтобы узнать о том, какие преимущества несет подобная модернизация и как проходят работы на объект, отправился мой коллега Ринат Музафаров. Грохот машин в дробильном отделении Сибайской обогатительной фабрики, подобно биению громадного многокамерного органа в режиме 24/7, задает ритм всей горнодобывающей промышленности Зауралья. Сегодня в главном цеху перерабатывающего предприятия стоит тревожная тишина. Однако, как комментирует руководство фабрики, беспокоиться ни о чем не стоит. Перебои носят кратковременный плановый характер и связаны с проведением работ по замене одного из главных узлов трехстадийной схемы дробления перерабатываемых руд. Предыдущий агрегат, конусная дробилка третьей стадии КМД-2200, верой и правдой служила предприятию почти 20 лет. Новое оборудование CH-60 производства шведской компании Sandvik соответствует всем необходимым требованиям, обладает высокой производительностью в 500 тонн перерабатываемой руды в час и отличается почти вдвое меньшим энергопотреблением. Другое техническое достоинство современного оборудования – собственный диапазон ширины разгрузочной щели, позволяющий регулировать количество получаемого конечного продукта. Дробилка оборудована автоматической системой управления, то есть весь процесс дробления автоматизирован. Это подразумевает промышленный компьютер управления с тачскрином, куда будет выводиться вся информация, сигнализация о температуре, о давлении, все рабочие параметры. И система управления в зависимости от этих параметров автоматически поддерживает разгрузочную щель, то есть заданные параметры технологического процесса. Монтаж оборудования на объекте сегодня курирует специалист от компании-дистрибьютора «Карьер Сервис». Работа находится на стадии активной подготовки, предварительно был произведен демонтаж старого оборудования и техническая ревизия мостового крана. Во избежание затяжных перебоев работа отделения в указанный период организуется по резервной технологической схеме дробления. Была демонтирована старая дробилка КМД-2200. Осталась старая рама. Значит, под нее сейчас проводятся замеры, маркшейдерские замеры, где установлена новая переходная рама на дробилку Sandvik. В дальнейшем будет установлена эта дробилка на переходную, на собственную раму. Значит, произведена установка загрузочного узла, разгрузочного узла. Мы надеемся, что через 3 недели будем проводить пробный пуск, пусконаладочные работы проведены будут. Ну и дальше работу запускать. Отметим, что 2 месяцами ранее предприятие закончило замену дробилки крупного класса первой стадии рудоподготовки. Такое серьезное обновление технопарка дробильного отделения, согласно полученным комментариям, не проводилось с прошлого века и стало возможным благодаря масштабному плану замены модернизации, принятому руководству предприятия на текущий год. Технологический персонал будет обслуживать более современнее, более качественнее. Все это будет на виду. Будет большим помощником, ему будет уже компьютеризирована эта дробилка будет. То есть обслуживающий персонал, технологический персонал, он будет уже вникать и видеть весь процесс дробления. В этом году уже была пущена щековая дробилка у нас. Сейчас к концу года планируется запуск дробилки Sandvik. Парк дробильного отделения Сибайской обогатительной фабрики в этом году обновился 2 дробилками. Замена модернизации основных производственных узлов дробильного отделения позволит обеспечить стабильную работу предприятия в соответствии с современными стандартами автоматизации производственного процесса. При этом, как комментирует руководство, численность штата, задействованного на объекте, подлежать оптимизации не будет. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Люди с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в поиске работы, имели возможность посетить ярмарку вакансий, организованную Центром занятости населения Сибая. Данной категории граждан всегда гарантировано особое внимание, поэтому ярмарка вакансий для них организуется отдельно.
В рамках Всемирного дня инвалидов сотрудниками Межрайонного центра занятости населения проведена специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью. Посетителям был представлен весь спектр услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда и консультации по профессиональной ориентации. Но главная цель ярмарки – трудоустройство этой категории населения на квотируемые места. Согласно федеральному и региональному законам, организации, где трудится свыше 100 человек, обязаны выделять или же создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов. Мы сегодня пригласили организации, это вот АТП, потом драмтеатр имени Мубарякова, УЖКХ и так, у нас еще дополнительно пригласили специалиста еще с Юго-Восточного центра, это социальный работник, который может дополнительно проконсультировать наших инвалидов. В основном у нас вот на квотируемые рабочие места 27 вакансий, это у нас и младшие воспитатели есть, и воспитатели также есть. По вот АТП требуются у нас мойщики подвижного состава, потом у нас еще детский садик «Березка», помощники воспитателей требуются, сторожа, вахтеры. У нас 2 вакансии могут объединяться, вот как сторож и вахтер. Постоянно сотрудничаем, тесно сотрудничаем со всеми, конечно, организациями. И как подают какую-нибудь новую вакансию, мы стараемся найти подходящего для них специалиста, ну, конечно, с инвалидностью. У нас есть еще такая программа, как субсидированные рабочие места, где вот мы можем выделить до 75 тысяч на одного инвалида. Индивидуальные предприниматели должны нам предоставить справки о том, что у них с налоговой нет задолженностей, и принять, например, все закупить нужные средства для инвалида. На сегодняшний день на учете в Межрайонном центре занятости населения состоят 10 человек с ограниченными возможностями здоровья. По мнению специалистов центра, основные трудности, которые возникают при устройстве инвалидов, связаны с вполне понятными и объяснимыми причинами. Некоторые работодатели, например, могут предоставить только такие вакансии, где требуются физически сильные и здоровые люди, а инвалидам, как правило, тяжелый физический труд противопоказан. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Сегодня более чем в 150 странах отмечается День варгана, древнего музыкального инструмента, возраст которого составляет более 5000 лет. Варган в разных странах имеет и различные названия – кубыс, хомус, комус. Нам он более известен как кубыс. А почему этот простейший музыкальный инструмент популярен до сих пор, узнавала наша съемочная группа. Кубыс или варган – один из самых древнейших музыкальных инструментов в истории человечества. О том, что он пришел к нам из глубины веков, говорят и внешний вид, и простота извлечения звука из него. Вибрации варгана уносят нас к истокам мифологических корней человечества, откуда он и пришел, практически не претерпев изменений. Первоначально варганы изготавливались из дерева или кости животных. Но такие инструменты достаточно хрупкие. С появлением первых кузнец варганы начали делать из металла. Вообще кубыс или варган считают своим национальным инструментом более 150 народов мира. Он широко распространен как на Востоке, так и на Западе. Во времена великого переселения народов и воинственных походов древних тюрков этот инструмент, наверное, с воинами всадниками покорил мир, находя повсеместное признание. В отличие от алтайских и якутских варганов, башкирские кубызы обладают более певучим звуком, вплоть до звона у высоконастроенных инструментов. Малая инертность колебания язычка дает небольшую длительность звучания ноты и позволяет с легкостью играть самые быстрые плясовые народные мотивы, что менее удобно на инструментах с легким язычком, алтайские кумысы, или с длинным язычком, якутские хомусы. Данному инструменту посвящены сотни исследований, но все равно в его истории, конструкции и звукоизвлечении даже в наш век синтезаторов и компьютеров есть много привлекательного, приковывающего внимание солидных ученых и молодых исполнителей. Его внешний вид может быть весьма разнообразным, но единым остается способ звукоизвлечения и предназначения – индивидуальное музицирование. Необычный взрыв популярности кубыза у молодежи, появление многочисленных молодежных ансамблей традиционной музыки говорит о том, что в мире кубыза еще немало и неизвестных страниц. Сибай посетили гости с северной столицы, организовав оранжевый тренинг доброты. По мнению петербуржцев, жители города в рабочей и бытовой суете остро нуждаются в добре. Как одной лишь мандаринкой нарисовать на лице незнакомца улыбку, узнаете в нашем следующем сюжете.
Заразительное оранжевое настроение самых холодных уголков страны сегодня оказалось в Доме молодежи «Мир». Коучеры и общественные деятели из Мурманска и Санкт-Петербурга посетили Сибай с акцией для педагогов, работников сферы досуга и молодежи с активной жизненной позицией. В формате наших лучистых проектов мы делаем множество акций по данной тематике, но оранжевое настроение мы ее обычно проводим ближе к Новому году. Люди приходят на встречу, берут с собой мандаринки или апельсинки и на них пишут или рисуют что-то доброе и светлое. А потом начинается самое интересное, потому что эту мандаринку или апельсинку нужно кому-то подарить. Можно это сделать там своей бабушке, тете или кому-то, или ребенку, который от этого улыбнется. Но лучше всего, когда это делается по направлению к тем людям, которые просто идут на улице грустные. Научиться дарить безвозмездно добро в любом виде – лозунг, под которым прошел вечер. Для того, чтобы сохранить человеческие качества, иногда нужно просто прислушаться к себе. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости четверга. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех городских событий. Удачи!